Уважаемые участники судебного заседания, мы выслушали позиции сторон, пояснения представителей государственных органов, привлеченных по данному делу в качестве третьих лиц. И на этом исследование материалов по делу Рыскуловой Мирхулулу считается оконченным. В этой связи предоставляется право заключительной речи. Алина Рыскуловна, прошу вас пройти к трибуне. Вам предоставляется право заключительной речи. Спасибо. Как сказал представитель администрации президента Молдобаев, сейчас чуть соберусь. Здесь идет волокита больше, чем нежели когда была норма о вторичном извещении. Здесь, во-первых, волокита, во-вторых, на практике также хотелось бы отметить, здесь уже не как судья, то есть судья больше как из человеческих факторов. Бывает, что просят секретаря позвонить, то есть стороне узнать, в чем дело, придет, не придет. То есть здесь уже больше человеческий фактор. То есть суд может позвонить, если там узнали причину, уважительность причины, то откладывают. Но зачастую, ссылаясь на нормы Гражданского процессуального кодекса, что суд не обязан узнавать причины неявки и оставляют без рассмотрения. Здесь в данном случае у суда нет права, то есть может, не может. То есть здесь конкретно говорится, что оставляет без рассмотрения. Не явился, все, оставляется без рассмотрения. Как вот ранее было озвучено мнение, то есть раз суд может позвонить, узнать и отложить. Ранее было вторичное извещение. И чтобы не было волокиты, почему бы не дать возможность истцу единожды прийти без уважительной причины, скажем, которую он не может доказать, чем нежели, обходя ГПК, допустим, говорить о том, что суду нужно было позвонить, узнать. То есть, чтобы не было вот таких вот в обход законодательства действий. И здесь как раз-таки идет также дискриминация, то есть одному истцу суд мог позвонить, узнать, а второму нет. Он не стал звонить, сразу применил эту норму. Здесь тоже идет дискриминация. И в связи с вышеизложенным, основываясь на озвученных ранее правовых позициях, руководствуясь частью 3 статьи 97 Конституции Крымской Республики, просим признать положение пункта 6 статьи 222 Гражданского процессуального кодекса от 25 января 2017 года за номером 14 следующего содержания. Суд оставляет заявление без рассмотрения, если истец, не просивший о разбирательстве дела в его отсутствии, не явился в суд по вызову, ответчик не требует разбирательства дела по существу, противоречащими частями 1-5 статьи 23, части 1-2 статьи 24, статьи 55, части 1-2 статьи 56, части 1-2 статьи 61 Конституции Крымской Республики. Всё. Присаживайтесь. Эмиркулулулан, вам предоставляется право заключительной речи. Уважаемые судьи Конституционного суда, прошу удовлетворить наше ходатайство, так как в судебном заседании было видно, что на усмотрение суда подается много таких факторов неясных, которые он должен определить: уважительность причины, неуважительность причины, на какой стадии применить эту норму, на какой стадии судебного процесса применить. И в отношении именно правового статуса истца эта норма действует как дискриминация. Поэтому прошу удовлетворить нашу ходатайство. Присаживайтесь. Самат Кыштыбекович, вам предоставляется право заключительной речи. Оспариваемая норма не может оцениваться как ограничение права на судебную защиту и дискриминации истца, поскольку нормами Гражданского процессуального кодекса Республики предусмотрен механизм оперативного обжалования определения суда об оставлении заявления без рассмотрения, что соответствует достижению цели оспариваемой нормы относительно разумности сроков рассмотрения дела. В связи с чем мы просим
ходатайство Рыскулова и Өміркулу оставить без удовлетворения. Ну, все, присаживайтесь. Уважаемые участники судебного заседания, на этом рассмотрение дела по ходатайству Рыскулова и Өміркулу о проверке соответствия пункта 6 статьи 222 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики частям 1.5 статьи 23, частям 1.2 статьи 24, статья 55, частям 1.2 статьи 56, частям 1.2 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики считается оконченным. Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения решения. Прошу всех встать.